В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Ровно через полчаса в республике закроются избирательные участки. В стране завершается единый день голосования. Татарстан сегодня выбирает депутатов 6-го созыва Госсовета. 2811 участков работают с 7 часов утра. В республике почти 3 миллиона избирателей. Избирать им предстоит 100 депутатов парламента. 50 из них пройдут по партийным спискам, 50 одномандатники. Весь день мы следим за ходом выборов и готовы рассказать, как сложилась картина дня. Ради них сдвинули даже начало выборного дня. В 7 утра участки открылись именно для того, чтобы селяне успели проголосовать и урожай собрать. И они не подвели. Один из самых активных с самого утра сельские районы. Как в поселке Бирюли Высокогорского района. Сначала на избирательный участок шли, а потом в приусадебный. Увидел и Сергей Хайдаров. На часах 7 утра сельские жители уже на избирательном участке. Наверное, здесь, в отличие от города, свои понятия времени. Одними из первых сделать свой выбор пришли местные комбайнеры. Сейчас полным ходом идет сбор картофеля, но они, кажется, хотят успеть все. С утра голосование, после сбор урожая. Для них это уже традиция. Голосую, чтобы детям, внукам хорошей жизнь была. Мы люди деревенские, поэтому у нас долго не спят. У всех работа, кому-то нужно в поле, у кого-то хозяйство. Откуда такой пришло, значит, год такой, слово, какой крупный, оно еще какой вкусный. Это те же Бирюли и снова сбор картофеля. Правда, не в промышленных масштабах, а с огородного участка. Семья Галеевых живет дружно, и у них тоже свои традиции. Одна из них – вместе ходить на голосование. И так вот уже 60 лет подряд. В общем, на выборы, как на праздник. Сегодня большой праздник. Субханаллах, вот так одевайся хорошенько, чтобы мы настоящие татары были, моторы-то бары. Нарядились, теперь и голосовать можно. В этом году в Бирюлях на избирательном участке новшество – кабины электронного голосования. Проблему у избирателей это не вызывает. На все вопросы отвечают члены комиссии. Ни одну выбор мы не оставили никогда. А тем более сейчас такой жизнь хорошая, как на выбор не идти. По той же доброй традиции после выборов семья Галеевых собирается пить чай. Всего в Бирюлях на участках ждут больше 2250 человек. 30 из них будут голосовать впервые. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Высокогорский район. В этих выборах участвует 7 политических партий. Руководители каждой сегодня проголосовали на своем участке. Кто-то сделал это в родном городе, кто-то по системе «Мобильный избиратель» в районах. В хорошем настроении с супругой Луизой Акрамовной Фарид Мухаммедшин пришел на свой участок в Казанском лицее номер 116 ровно в 9 утра. Перед голосованием общение с избирательной комиссией. Обстановка очень неплохая на избирательном участке. Наблюдатели присутствуют от различных политических партий, представители. Я думаю, что выборы пройдут успешно, с высокой избирательной культурой наших избирателей. Свой голос отдал и первый руководитель татарстанского отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев. На участок он пришел вместе с детьми и женой. Я призываю сегодня всех татарстанцев прийти на выбор. Неважно, за кого они будут голосовать, но сделать обязательно это. Обязательно прийти и проголосовать, чтобы у нас был дальнейший стабильный Татарстан. Лидер «Справедливоросов» пришла голосовать в родную 114-ю школу Казани, где и училась сама, и преподавала. Здесь первые оценки, первые учителя, друзья, одноклассники. И потом школа когда-то была одной из лучших по воспитательной работе. Лидер российской партии пенсионеров Виталий Смирнов проголосовал сегодня в 10-й гимназии. Дома все хорошо. Вот звонили друзья. Спрашивали, как дела, интересовались, желали удачи. Лидер партии «Роста» в Татарстане Олег Коробченко также уже отдал свой голос. Его участок в родной Челнинской школе. Сегодня, как ни странно, осень, а такая погода замечательная. Сегодня у моих 3 друзей день рождения, поэтому я сегодня пришел с букетом. У моего директора школы день рождения. Свой политический выбор сделал и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов. На выборы татарстанский либерал-демократ пришел вместе со своей супругой. Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов воспользовался возможностью системы «Мобильный избиратель» и проголосовал после обеда в Набережных Челнах. Анна Городнова, Рамзин Гарипов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.
Они на выборы сегодня пришли всем двором. Жители казанских домов в воскресное утро встречали с песнями и пирогами. Так, сегодня сплотил их не только гражданский долг, но и желание облагородить придомовую территорию. На помощь должна прийти новая республиканская программа «Наш двор». У жителей была возможность прямо на избирательном участке заполнить анкету и выбрать приоритетные работы по благоустройству двора. Весело, с песнями, с танцами и, конечно же, с пирогами, сохраняя лучшие традиции. Народ выбирает свое будущее. К депутатам сегодня обращаются через частушки. Депутаты, депутаты, мы надеемся на вас. Сочиняйте как законы, чтоб работали на нас. Сочиняли сами, в них и главные наказы. Верят, первым делом засияет их двор. Детям уже давно негде играть. Ну, асфальт самое главное, потому что ямы и очень тяжело. И площадки, горки, качели. Уже в 7 утра здесь никто не спал. Как в песне, дни рождения, проводы, а теперь и выборы всем двором. Облагородят, поводов для встреч станет больше. Здесь же очень много людей старшего поколения, да? И поэтому для них это праздник души. И когда будет здесь все комфортно и уютно, я думаю, эти традиции продолжатся. Жителям в помощь новая республиканская программа. На ее реализацию на ближайшие 3 года выделят 50 миллиардов рублей. Пока время заполнить анкеты. Да, я заполнил анкету, но стараюсь, чтобы наш двор был очень красивый, потому что мы в нем живем. Изменений ждут и жители по улице Габишева. Домам тут без малого 40 лет. С ними ветшают и дворы, и площадки, а кому-то просто необходимы парковки. Эти вопросы и стали главными в анкете. Мы здесь живем, здесь растут наши дети, они здесь гуляют. И хотелось бы, конечно, чтобы наш двор был благоустроенный. Дружно, не грузно, а врозь хоть брось, говорят они. И поддерживают это своим голосованием, дружным и активным. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Они в 100 лет в строю, переступив вековой рубеж, некоторые долгожители Татарстана сегодня сочли своим долгом прийти лично на избирательный участок. В Елабуге ранним утром на свой участок пришел Мулла Назипов, 101-летний елабужанин, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. На участке в знак признательности цветы и слова благодарности. Самой возрастной жительнице Альметьевска Максуме Гельфановой исполнилось 102 года. По состоянию здоровья сделать свой выбор она смогла на дому. Так же, как и жительница Азнакаевского района, столетний юбиляр Магинура Взлединова, свой вековой юбилей на днях отметила елабужанка Клавдия Пустобаева. На избирательном участке почетную гостью встречали с цветами. Никогда в жизни не пропускала. Я помню даже первые выборы, 18 лет своих. Это в Казани было, когда училась. Это обязанность каждого человека. Они не только вместе поют, занимаются спортом, но и голосуют. Сегодня бабушки села Нурлаты Зеленодольского района доказали, что активны во всем. Сразу после утренней пробежки они пришли на участок, чтобы сделать свой выбор. Говорят, от этого зависит будущее их внуков. С активными пенсионерками пообщалась Зарина Ахметова. Своим традициям пенсионерки села Нурлаты и сегодня не изменяют. Утренняя прогулка на велосипедах, зарядка на воздухе и скандинавская ходьба. А после сразу на избирательный участок. Наше сообщество «Молодые сердца», оно единое, как единый орган. Мы во все праздники, во все вот такие события всегда вместе, всегда собираемся. И хочется отметить, что это политическое событие для нас тоже не безразлично. Активные бабушки, оказалось, активны во всем. На досуге посвящают время не только спорту и песням, но и политике. Говорят, не каждому доверят будущей республики. Ведь народный избранник – это не только человек, который говорит со сцены красивые слова, но и выполняет свои обещания, наказы своих избирателей. Наш наказ – сделать жизнь нашу комфортной. Здесь в Нурлатах не только бабушки продвинутые, но и оборудование для голосования. На одном из избирательных участков есть электронные комплексы обработки данных. Для того, чтобы сделать свой выбор, не нужен бюллетень. Достаточно просто нажать на нужную клетку в планшете. Вся процедура конфиденциальна. Всего в Нурлатах 3 избирательных участка, где проголосует 2299 человек. Среди них и жители соседних деревень. Организовали все нормально. Вчера была приемная комиссия, все комиссии приняли, все нормально, претензий нет.
Бюллетени подписаны, галочки проставлены. Выбор сделан. Зарина Ахметова, Азат Самигуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Сделать ответственный выбор в компании мультипликационных героев, голосовать не выходя из дома или с новорожденным ребенком на руках. Свой гражданский долг, как только сегодня, не отдавали татарстанцы. Впрочем, обо всем по порядку. Что-то просто мне мои сказали. Никогда не пропускал и остался верным такой традиции. 96-й городской гимназии сегодня голосует федеральный инспектор республики Ренат Семерзянов. По его словам, проголосовать значит обозначить свою гражданскую позицию. Как положено, я начинал еще в студенческие годы голосовать. С тех пор ни по каким причинам или поводам пропусков выборов не было. Пример организованного подхода к голосованию сегодня демонстрируют работники Казань-Оргсинтеза. Уже утром на избирательных участках и руководство, и профсоюзы, и рабочие. То, как мы будем жить завтра, зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Протоиерей Алексей Чубаков голосовал сегодня в 72-й Казанской школе. Здесь учатся его старшие дочери. На избирательный участок пришел с младшим сыном и супругой. Очень важно, чтобы наши дети тоже понимали, что гражданская позиция, активная гражданская позиция – это очень важно, потому что если мы хотим жить в достойной стране, чтобы нам было отрадно и радостно за свою отчизну, мы должны быть активными. А Чулпан Абдрахманова и свой голос отдала, и ребенка родила. И все в один ответственный для республики день. Почти в 4 утра в семье Абдрахмановых родилась девочка. Ее мама уже сделала выбор будущего для себя и своего ребенка. Родная моя, маленькая, самая любимая. Срок нам ставили 12 сентября, но мы не ожидали, что сегодня она родится. Чуть позже ждали. Но нет, она решила родить сегодня. Вместе с многочисленными татарстанцами сегодня пришла на выборы многодетная семья Ибрагимовых. Ходить на голосование вместе с 3 детьми уже стало их доброй традицией. Мы сходили на выборы, нам дали браслеты, и мы вот вечером сходим на концерт. Те, кто не смог отдать свой голос на избирательном участке, сделали это у себя дома. Члены избиркома посетили на дому татарстанцев-инвалидов. А для маломобильных граждан на участках пандусы и специальные кабины. Для незрячих бюллетени шрифтом Брайля. Доступно, добрался до участка, хорошо встретили, выдали бюллетень, отдельная кабинка. Исполнил все как надо, проголосовал. Ощущение гражданина – это всегда какой-то значимый день. Причастности к жизни в стране, то есть обязательно мне как-то всегда хотелось голосовать. Сейчас это даже стало немножко проще. Я через госуслуги зашел 2 минуты, оформил электронную заявку и перевел свое голосование из другого участка на ближайший. Тот же ящик, те же бюллетени, только привозят их группы и под конвоем охранников. Своим правом выбора сегодня воспользовались те, кто находится под стражей. По всей республике на необычных избирательных участках проголосовали более 1200 заключенных. В УИК был получен агитационные материалы, которые были развешаны на корпусах. В принципе, также по телевидению, которое находится в камерах, доводилось до следственно арестованных их права. Но самую необычную атмосферу сегодня, пожалуй, создали на 45-м избирательном участке. Ослик, зебра, единорог и жираф с улицы Баумана встречают избирателей уже на входе. Так же, как и все, голосуют, но не перестают развлекать пришедших. Выборы для меня являются очень сильно семейным праздником. Поэтому мы пришли сюда именно поддержать этот праздник, пофоткаться с семьями, детей порадовать. Юлия Муратова, ТНВ, Казань. На новом месте в тот же час сразу в 2 точках республики, на Полисе и в Казанском микрорайоне Салават-Купере, сегодня открыли новые избирательные участки. Если в Казани вдобавок к существующему открыли еще 2 похожих, то участок в городе будущего точно не похож ни на что другое. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Вот где сегодня и вправду выбирают будущее, так это в самом новом городе страны. Иннополис к голосованию подошел по-своему креативно. В 7 утра в небо прямо над избирательным участком IT-города взмыл воздушный шар «Метка», показывающая его местонахождение. Такой ивент, такое событие, красивый воздушный шар поднять в небо над городом, над той точкой, куда надо приходить.
Одной из первых на этот сигнал пришла Мария Белова. Впервые в своем городе она выбирает депутатов Госсовета. Я 3 года здесь живу. Впервые проголосовала, осуществила свое конституционное право. Здравствуйте, улица какая? 105, пожалуйста, проходите. А вот жителей Салават-Купюре все дороги привели в 182-й лицей. Впервые все они голосуют вместе. Вдобавок к одному участку здесь открылось еще 2. Один участок перешел, он в Салават-Купюре уже был, 134-й, и создали 2 новых участка, 86-й и 105-й. Теперь все избиратели могут проголосовать в одном здании, но в разных его крыльях. Например, здесь улицы Залесная или Нурихана Фаттаха, там Плужная, а вот здесь справа уже Зелантовская. Соответственно, это разные участки. Школа рядышком, вот, в которую можно посетить спокойно, проголосовать. Очень удобно, близко. Молодцы, что сделали так. Всем людям хорошо. В центре внимания сегодня долгожительница микрорайона Марии Шориной, 102. Всем вам добрым людям, доброго здоровья. Мария Семеновна – одна из сотен жителей, которые сегодня голосуют на новом месте. По прогнозам участковой комиссии, до 10 вечера свой выбор здесь делают почти 5000 человек. Рамиль Шайдуллин, Анна Городнова, Данил Филатов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Иннополис, Казань. Свежие цифры явки, анализ активности избирателей, информация о работе штабов партии. Сегодня с самого утра в «Пирамиде» работает единый информационный центр выборов 2019. Он организован Центром избиркомом и Общественной палатой республики. В течение дня сюда стекались все данные о ходе голосования. Впечатлениями о прошедшей избирательной кампании и текущих выборах здесь поделились и представители партий. Осуществление своей избирательной кампании мы не встречали никаких препятствий в этой избирательной кампании. Мало того, хочу поблагодарить средства массовой информации, которые активно откликались на все наши пресс-конференции. Выборы в Татарстане, они в нашей стране самые организованные. Я участвовал в разных выборных кампаниях, в том числе и на дальневосточном форпосте нашей страны, на Сахалине в 2017 году. Поэтому есть с чем сравнить. Очень высокий уровень организации, с каждым годом он растет. 1000 наблюдателей приехали в Республику Татарстан помочь областной партийной организации проконтролировать, как работают наши избирательные комиссии, как работает в целом система ЦИК. Все было законно. И Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во главе с Шаги Ахметовым, Медхатом Рафкатовичем, у нас вопросов нет. Выборы у нас, конечно, в республике проходят на высшем уровне. Но оценку бы поставил 4 для того, чтобы был резерв, чтобы было куда стремиться. Оценка весьма положительная, потому что я имею возможность сравнивать с предыдущими кампаниями. И не только в Казани, не только в Татарстане. С журналистами в едином информационном центре сегодня пообщался и Фарид Мухаммедшин, спикер Госсовета и лидер единороссов республики, дал свою оценку нынешней предвыборной кампании. Активность в законодательном и представительном органе. Я объехал больше половины Республики Татарстан. Больше половины. Раньше такого количества поездок на предыдущих выборах, конечно, не было. Обстановка требовала того, чтобы мы глаза в глаза, вот так, как сегодня с вами, встречались с людьми, отвечали на сложные вопросы, открыто и откровенно говорили о проблемах и недостатках. И я полагаю, что это явилось порукой той активности, которую мы уже сегодня видим в Татарстане по явке на избирательные участки. Кто-то пришел рано утром, кто-то приехал из города в родное село. Для кого-то это настоящий праздник. День выборов сегодня объединил тысячи татарстанцев. На избирательных участках республики голосовали студенты, пенсионеры и семейные пары. Прекрасное настроение, с утра встала, зарядку сделала, позавтракала, кое-что сделала по хозяйству, и вот пришла сюда с удовольствием. На мой взгляд, почему голосовать надо уважение делать. Уважение. Мы же отдельно не живем где-то, правильно, на острове. А все должны вместе. Я думаю, здесь важна честность. Честность перед кем? Честность перед собой, в первую очередь, и перед всем народом, потому что, получается, каждый голос важен для всех. Мы делаем свой выбор и надеемся, что и в дальнейшем в Татарстане будет, и сейчас много вкладывается в дело культуры, и в дальнейшем будет вкладываться также. Хотели бы, чтобы наша молодежь активно развивалась, вносила какие-то
важные законопроекты. Учусь в Казанском федеральном университете, и в эту знаменательную дату, день голосования, решил сюда приехать, естественно, потому что очень ответственные события, которые определяют наше будущее. Праздник сегодня. Я живу в Татарии, поэтому я всегда хожу на выборы, потому что это положено так всем. Я хочу сделать хотя бы маленький вклад от себя. Они же, так сказать, наши гаранты всей нашей жизни. Они будут заниматься большими делами. Выступления артистов, ярмарки на избирательных участках и доставка голосующих на самодельном транспорте. Жители республики сегодня идут на выборы словно на праздник, и каждый населенный пункт выделяется по-своему. К примеру, в Альметьевске более 50 ресторанов предлагают голосующим различные угощения. Как проходят выборы в регионах Татарстана, разузнал Ленар Гинатуллин. Территория у избирательного участка, что в Альметьевском ДК «Нефтче», сегодня похожа на общегородские гуляния. Здесь с самого утра сотни голосующих. Жители нефтяной столицы отдают свой голос, но после домой не уходят. Потому что на площади перед ДК проходит гастрономический фестиваль. Конечно, свой долг выполнили, проголосовали. Сейчас с чистой совестью, как говорится, пришли на праздник. Не ходила, еще не успела, попозже пойду обязательно. Гастрономический праздник возле избирательного участка устроили и жители Елабуги. Здесь активисты организовали ярмарку добра. На прилавке овощи с собственного огорода, а все вырученные деньги направят на помощь нуждающимся. Теперь мы эти деньги, которые у нас будут, отдадим приютам. А это уже Мамадышский район. Рафаэль Шерифулин, житель деревни Старый Кумазан, удивляет всех своим самодельным трактором. До этого работал в поле, а сейчас с удовольствием везет на нем односельчан до избирательного участка. Мне захотелось отвезти односельчан на выборы. И техника работает, и соседям приятно. Здравствуйте. Добрый день. Мы к вам на выборы. В выборах участвуют и пациенты больниц в Нижнекамске. Здесь голосуют родители, которые ухаживают за своими детьми. Чтобы проголосовать, не нужно далеко ходить, всего лишь спуститься на первый этаж больницы. Если пациент поступил сегодня к нам в больницу, естественно, ему тоже предоставляется возможность отдать свой голос. А в Нурлате выборы начались с благословления. Одним из первых свой голос отдал имам местной мечети. Для всех голосующих концертная программа прямо при входе, чтобы добавить позитива. А некоторые жители и так приходят с праздничным настроением. С одной стороны, у нас выборы депутатов, и с другой стороны, мы... Дочь увезли в больницу, Нурлатскую больницу, 7-го внука рожать. Вот так активно и креативно сегодня голосует республика. Ленар Гинатуллин, ТНВ, Татарстан. За ходом голосования в республике следят независимые юристы, общественники из корпуса наблюдателей за чистые выборы. Они делегировали своих представителей на все избирательные участки. Всю информацию собирают в ситуационном центре в Казани. Также здесь работает колл-центр, горячие линии, и специалисты мониторят сообщения СМИ. Это самый крупный ситуационный центр по всей стране. Он крупнее даже, чем федеральный центр, который располагается на территории Санкт-Петербурга. Все, слава богу, спокойно. Мы надеемся, что дальше будет спокойно. Неоднократно наблюдатели в ходе подготовки к выборам предупреждали о возможных фейковых новостях. И не ошиблись. Буквально час назад сотрудники МВД по Татарстану официально подтвердили агентству «Интерфакс» факт задержания нескольких человек по подозрению якобы в вбросах бюллетеней на выборах. Речь идет о видеоролике с фейковым вбросом бюллетеней на 291-м участке в городе Казань. Цитата. «Те люди, которых по данным фактам доставили в полицию, по каждому проводится проверка», сообщили агентству в Министерстве внутренних дел Татарстана, передает Татаринформ. С самого утра в Татарстане проводятся экзит-полы. Это опросы жителей на выходе из избирательных участков. Проводят их в течение всего дня на условиях анонимности. В Татарстане интервьюеры работали на 50 участках. Исследование поможет изучить электоральное настроение и провести своего рода контроль результатов голосования, чтобы в дальнейшем сравнить с официальными результатами. Мы сейчас перемещаемся в Пирамиду, в единый информационный центр выборов. Как мне сообщают, сейчас стали известны свежие данные о явке избирателей на 6 вечера. Впрочем, сейчас все узнаем у Салавата Мухаммадуллина. Он продолжает следить за завершением избирательного процесса. Салават, добрый вечер. Сколько татарстанцев пришли голосовать?
Добрый вечер, Алексей. Мы здесь работаем на протяжении всего дня и, можно сказать, самыми первыми узнаем о явке на выборах в парламент республики. На 10 часов эта цифра была на уровне 14%, к полудню было 29,5%, к 3 часам дня это было 45%. И вот самые свежие данные, как вы сказали, в 18:00 эта цифра на уровне 58,1%. Это значит, что сегодня пришли на свои участки и проголосовали около 1 700 000 татарстанцев. В лидерах, конечно, районы. Это Каябицкий, Апастовский, Атнинский. Там явка составляет больше 90%. Ну а что касается работы информационного центра, то он, так скажем, движется в режиме пресс-конференции. Здесь выступали и представители исполнительных органов власти, и политических партий, и эксперты, и политологи, как региональные, так и федеральные. Некоторые из них даже отметили, что процесс голосования, организации выборов в республике можно ставить в пример другим регионам. Ну и еще, что касается общих точек соприкосновений, когда здесь мы разговаривали с экспертами, то это касается высокой организации выборов в республике и активной избирательной кампании как партий, так и самих кандидатов. В общем-то, давайте послушаем мнение экспертов и политологов. То, что мы видели на избирательных участках, меня порадовало, что везде, где мы были, был фактически полный набор наблюдателей, да, от всех основных парламентских партий. С своей стороны могу сказать, тоже нравится активное подключение электронных систем. Да. Здесь Татарстан традиционно обгоняет многие другие страны. В целом, насколько я понимаю, голосование идет спокойно, режиме, и у граждан Республики Татарстан есть полная возможность выразить свою гражданскую политическую позицию и выбрать тот состав Государственного Совета, который они считают нужным и необходимым. Явка все-таки сопоставима с той явкой, которая была на выборах в Государственную Думу России. Она ожидаемо чуть ниже, чем выборы президента. Но, тем не менее, по тем данным, которые я вижу, по России явка в Республике Татарстан достаточная для того, чтобы признать эти выборы абсолютно легитимными. В Татарстане уровень поддержки властей уменьшился незначительно, если мы будем говорить в сравнении. Но и руководители республики по-прежнему имеют достаточно высокий авторитет и обладают значительными рейтингами поддержки. Я думаю, что это тоже сказывается на данную кампанию. Были зарегистрированы все кандидаты, которые позиционировали себя последовательными оппозиционерами и жестко критиковали местные власти. Активно проявляли себя одномандатники. Очень много было кандидатов в депутаты в категории самовыдвиженец. Да, раньше такого не наблюдалось. Ну и совсем скоро здесь уже в информационном центре, наверное, начнется самая интересная часть этого дня. После закрытия избирательных участков мы здесь ждем Мидхата Шагиахметова, председателя Центра избиркома республики, от которого мы ждем окончательные цифры явки на выборах в Госсовет республики. Мы остаемся здесь работать, и подробности, и цифры в наших следующих выпусках новостей. Алексей. Спасибо, Салават. Ждем свежей информации. Пока продолжим. Отдав гражданский долг, жители острова Града отметили традиционный гастрономический фестиваль «Свияжская уха». С 16 века островитяне занимаются рыбалкой, отведать суп съехались гости со всей страны. Как день выборов превратить в настоящий праздник, узнала Лилия Кашфарова. Музыка, гармонь, кокошники. Так на участке в бывшей земской больнице встречает 195 свияжских избирателей. 2 по сервису «Мобильный избиратель». А вот матушка Людмила местная пришла уже в 29-й раз. Лето продолжается. У нас есть право выбора. Я обязательно планирую сходить на Уху, попробовать еще раз, хотя и знаю, что это такое. Потому что это наше свияжское родное. У жителей Свияжска расписание: с утра участок, в обед уха. На площади танцы, песни, ярмарка, традиционные ремесла и запахи костра. На звание главного уховара претендуют 16 команд. Укропчик, маленько курочки, маленько... все зависит от рыбы самой. Копченую паприку добавлю. Такого еще никто не делал. За 7 лет фестиваля вырос и масштаб, и количество ухи. В программе рыбалка, морская кухня, средневековые танцы, рыцарские забавы. Кто-то прибыл прямо с избирательного участка, а кто-то с другого региона. В 8 утра проголосовали, заранее не планировали.
Потом с семьей приехали сюда отдохнуть. Удивительное место. То, что мы сюда приедем еще раз, это точно. Сходила на выборы, проголосовала. И мы приехали сюда отдыхать. Подходи, попробовать наши ухи. Здесь подготовлены продукты на 7 тысяч порций. Сегодня будет представлено более 17 видов рыбацкого супа. Но классический вариант из 3 видов рыб может попробовать каждый абсолютно бесплатно. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Ночные снайперы, любые тысячи казанцев, сделавших свой выбор на стадионе «Казань-Арена», самый разгар праздничного концерта, посвященного Дню выборов. Сегодня там работали интерактивные площадки, а прямо сейчас выступают звезды российской эстрады. И в эти минуты на «Казань-Арене» находится и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сережа, здравствуй, расскажи, какие сюрпризы ждут гостей концерта. Да, здравствуй, Алексей, добрый вечер. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь на площадке перед красавицей Казань-Арены, где уже вовсю гремит и радует своих зрителей концерт, праздничный концерт, посвященный Дню голосованию. Хочу сказать, что уже сейчас здесь просто огромное количество людей. Вы можете наблюдать тысячи горожан, которые пришли сюда уже сейчас, и сотни еще подтягиваются к нам, пополняют, так сказать, наши ряды. Если говорить о том, что сегодня происходило здесь в течение всего дня, то это огромное количество интерактивов, которые были так или иначе связаны со спортом и здоровым образом жизни. Попасть сюда на площадку, кстати, можно только по специальному. Помни, оно тебе пригодится. Еще каких-то 5 минут, и на этой сцене окажется настоящая звезды, потому что выступали ранее звезды татарской эстрады. Прямо сейчас мы готовимся к выступлению ночных снайперов. Ну а завершит все это великолепие выступление самой патриотичной, наверное, группы нашей страны, группы Любэ. Прямо сейчас короткий отрывок из сегодняшнего концерта и эмоции гостей. Давайте услышим. А кто в наше время не заслужил? Очень интересно, мы вот с подругой пришли около 4 часов, уже побывали на разных развлекательных площадках, потанцевали. Очень классно, хорошо, что устраивают праздники для нас в честь голосования. Веселее ходите голосовать. Половина зала, так сказать, нашей площади тоже поняла. Это было прямое включение от Казани-Арены. Очень много техники и людей, скопление в одном месте, поэтому некоторые проблемы со связью. Но как голосует республика, мы отслеживаем весь день. И сразу после нашего выпуска новостей трансляция праздничного концерта, что сейчас идет у Казань-Арены. А я с вами прощаюсь до 21:30. До встречи. Всего вам доброго.